50 килограмм мимозы стоит. Я не могу, мне никто не предупредил, что границу закрывает. У меня товар горит, 2 дня я не могу выйти, я стою по ночам здесь жду. Хоть определитесь, откройте границу. У меня 5 детей, внуки дома. Нам тоже сказали, что по 5 килограмм разрешают, а вообще там бросили некоторые люди мимозу. Мусорки Некоторые стоят, люди ну, хотят заработать на кусок хлеба и этого не пускают. Зачем так быть, никто не предупреждал. Очень тяжело, девочки. Надо этот вопрос как-то решить. По 500 килограмм товара лежит у нас в ангарах, в коробках. Мы не можем это перенести. Это же деньги, это нужно как-то решить этот вопрос. Это же не мандарин, который положили, завтра продали. Это мимоза, которая с каждым часом, с каждой минутой она горит. И это ущерб не на маленькую сумму денег. Ну, в принципе, Россия выставила типа клипса напала. Клипса не может напасть, она минус сейчас. Она вообще не приживется. Какой минус? Какая вообще? Людей жалко очень, на самом деле, и фуры, и мы. Как-то надо какие-то меры принять. Они бы могли бы сказать, допустим, граница закрывается, люди, не покупайте товар. Или людей не запускать, допустим, сюда, на границу. Никто ничего не сказал. Люди купили. В Абхазии сколько сумок лежит, сколько всего лежит. Коробками люди вытащили товар свой, чтобы вывести, заработать деньги. На это люди живут в Абхазии. Стариков жалко, молодежь жалко. На самом деле ни работы нету, ничего нету в Абхазии, абсолютно. Как-то нужно этот вопрос все-таки решить, потому что не было ни предупреждения. То, что слухи было, не будут пускать. Ну хотя бы где бы нам можно было, чтобы было написано, с завтрашнего дня граница не будет пропускать мимозу. Не покупайте, не берите, не режьте. Никакой предупреждения. Пришли как сон. Утром пришли, товар не пропускают. Надо же как-то определиться с этим. А сколько дней такая ситуация? Вот это с ночи, с позавчерашнего дня получается. А фуры закрыли уже как буквально, наверное, дня. Да. Ребята бедные стоят, не могут выехать. Поскольку тонн у них вообще мимоза лежит. Фуровики, вы что стоите? Асти, иди. Хотим донести до нашего руководства, кто руководит, сейчас непонятно тоже, кто тут это вопросы решает с границы, потому что у нас проблема сегодня стоит с переходом границы. Да. И ни 1 килограмм мимозы здесь не пропускают на сегодняшний день. И как-то надо этот вопрос решать, никто не реагирует на эту проблему, люди возмущены, все стоим, уже 3-4 день мы здесь находимся, никакой реакции ни от кого нету. Хотим, чтобы как-то вопрос решили, если это возможно. Ну, я так понимаю, что не пропускает российская сторона. Да, вы пытались с ними разговаривать? Да, в данный момент не пропускает российская Как сторона. объясняют? Я сказала, разбирайтесь у себя в Абхазии. Какой-то жучок, какой-то трипс или что там, что они нашли. Трипс, если они почитают, там видно, что трипс на дереве не зимует. Трипс зимует в земле. Конечно. Там он никак априори не может оказаться. Мы тоже знаем, что-то читаем, что-то знаем, что-то понимаем. И эти вещи, как бы, то, что они хотя бы пусть аргументируют то, что они говорят. Аргументов нет, ничего нет. Как быть, как решать этот вопрос, сейчас мы не можем, сейчас российской таможней этот вопрос решать. Они даже не пусть компетентные органы решают этот вопрос уже на каком-то другом уровне. Вот люди здесь куча, это не все люди, которые здесь еще стоят, много машин на яме находятся там, многие, которые еще по дороге стоят, сюда не подъезжают, потому что по факту они не могут здесь уместиться все. Мы здесь сейчас все встанем, вот сюда заедем, и все, эта дорога перекроется. Чтобы этой ситуации не было, мы хотим, чтобы это разрешилось. И как можно быстрее, это не картошка, не мандарин, чтобы здесь годами, месяцами здесь стоять, это цветы. И люди сюда вложились, многие последние свои деньги, кто-то на заемные деньги, это все работает. И у людей нет возможности возмещать это все. Они от хорошей жизни, они все здесь находятся. Да, и все последние деньги они вложили туда, и все сидят, ждут, а мимоза горит, портится, и ничего они не могут сделать. И никто на это не реагирует. Вот что хотим сказать, что хотим донести до тех людей компетентных, кто эти вопросы, там, министр сельского хозяйства, премьер-министр, исполняющий обязанности, кто там это может решить, пусть они решают этот вопрос, и чем быстрее, тем лучше.
Предупреждение, если было бы какое-то предупреждение, мы все, конечно, люди поняли бы и ничего не стали бы брать. У нас у всех есть какие-то проблемы, у кого-то детей много, у кого-то студентов по двое их в России учатся, кто-то в Абхазии, как-то надо их всех содержать. Пусть государство или кто-нибудь решит, как-то помогут нам как-то этот ущерб, чтобы возместить. Я не знаю, как что делать. У меня уже вторые сутки в машине товар, это не мандарин и не цитрус, что я не знаю, что вообще там можно уже его продать или нет. И как-то даже слов нет. Хотя бы, Не знаю, хотя бы помогите, то, что не мы знаю, купили, кому обратиться. Хотя бы вот что куплено, пусть дадут людям вынести. А дальше пойдем по домам, если другой выход нет. Что делать? Даже? Да.